Добрый вечер. На телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Ильчубаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Сошел с пути ночью. Грузовой состав под Уфой слетел с рельсов. В рамках доследственной проверки выясняются все обстоятельства случившегося. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает Следственное управление. Из аварии часть маршрутов поездов были изменены. По закону с черными копателями покончено, на карьерах лишь легальные предприниматели, а в парках республики появится башкирский плетняк. Чтобы мы сами стали заказчиками этого камня на наших общественных пространствах. Да. Новый томограф и скорые внедорожники. Глава региона вручил ключи от автомобилей главврачам больниц Зауралья. Главное, из рабочей поездки Ради Хабирова в Баймакский район. Уровень оснащения очень хороший, прям отличный. Это мечта каждого фельдшера. После заката заведения, продолжающие работать по ночам, в обход запрета рады не всем посетителям. Коронавирус просто. Тем более дома сидеть надо. Сдохните же. Нападение на журналистов и избиение активистов. Сотрудники заведений пытаются с кулаками отстоять право на ночную жизнь. Телефон-то мне верните, вы что делаете? Зовите администратора. Зашел слишком далеко. Уфимец сбил сотрудника ГИБДД и скрылся. Артур Газизов объявлен в федеральный розыск. В настоящее время подозреваемый продолжает скрываться от органов следствия. Любитель скорости и дорогих авто уже известен своими выходками на дороге, но теперь молодому человеку грозит реальный срок. Этой ночью под Уфой сошел с рельсов грузовой поезд. ЧП произошло на 1617-м километре перегона Уфа-Дема-Куйбышевской железной дороги. С путей слетели 3 секции электровоза. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Утром сообщалось об изменении некоторых маршрутов поездов. Аварийно-восстановительная бригада РЖД поставила состав на рельсы. Следователи осмотрели место происшествия. По факту аварии начата доследственная проверка. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места происшествия. В рамках доследственной проверки выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оперштаб сообщил о 60-м погибшем от коронавируса в республике. По данным регионального Минздрава, это приехавший из Ханты-Мансийска 56-летний мужчина. У него были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь и атеросклероз аорты. Суточный прирост заболевших составил 101 человек. Таким образом, с начала пандемии зафиксировано более 11,5 тысяч заразившихся. На данный момент на лечении в стационарах находится 261 пациент. Из них в тяжелом состоянии 14. С выздоровлением выписано 78 человек. Также за сутки диагноз внебольничная пневмония врачи поставили еще 273 пациентам. Тем временем в республике клубы, бары, рестораны и кальянные продолжают ночную жизнь, несмотря на запрет. Но видеть у себя в гостях сотрудники и владельцы заведений готовы не всех. Рейды сопровождаются нападением на журналистов и избиением активистов. Напомню, в соответствии с указом главы региона, режим работы клубов, кальянных и точек общепита сокращен до 23 часов. Количество пациентов с диагнозом коронавирус увеличивается, а меры безопасности ужесточают. Ночные заведения не ради развлечения вместе с сотрудниками полиции и профильных ведомств посетила моя коллега Айгуль Хатыпова. Телефон-то мне верните, вы что делаете? Зовите администратора. Отобрали телефон и силой вытолкали из ресторана. Вот так невесело встретили журналиста в одном из увеселительных заведений Уфы. Вместо ответов на вопросы чуть не сломали камеру. Нет, а почему вы работаете? Вообще до 11 должны работать ресторан. Мы работаем на выход. Позовите, пожалуйста, администратора. Вы до 11 должны работать. Почему вы сегодня работаете? Дай сюда. В отношении владельца заведения составили протокол. За такое нарушение хозяин ресторана рискует получить штраф от 100 до 300 тысяч рублей. В этот момент подъезжала полиция, и я получил удар ногой в живот от непосредственно хозяина заведения. А вот целовать активистам, помогающим пресечь незаконную ночную жизнь, повезло чуть меньше. Как оказалось, сотрудники заведения рады не всем посетителям. Общественники вместе с нашими коллегами с программы «Честно говоря» забронировали столик в кальянной под названием «Проект 2.0», которая, кстати, работает круглосуточно, несмотря на запрет главы региона. К слову, в помещении находилось больше 50 человек. К моменту приезда стражи порядка все двери были уже закрыты, и никого из клуба не выпускали. Через какое-то время двум нашим знакомым людям удалось выйти оттуда, и при выходе их пнули ногой в живот и закрыли перед ними дверь. На улице их ожидал патруль полиции, который спустя какое-то время просто уехал, не объясняя причины. Приехал второй патруль,
и тоже бесследно исчезли, объясняя это тем, что у них другой вызов и им нужно уезжать. Активисты молодой гвардии считают, что стражи порядка не предприняли необходимых мер, и общественники решили сами доехать до полицейского участка, чтобы написать заявление с просьбой привлечь к ответственности руководство заведения. Еще одну вечеринку прервали в самом центре Уфы. Столичные полицейские и общественники заглянули в заведение под названием «Лабиринт», которое тоже работало после 11 вечера, несмотря на ограничения. Я собрал друзей и близких. 100 человек? Ну, они друзей еще позвали своих. Правда, то, что с друзей денег не берут, организатор вечеринки, видимо, не знал. Вкупе собралось около 100 человек, и это в разгар пандемии. Теперь руководству грозит крупный штраф. Подобная проверка может нагрянуть внезапно, в самое неудобное время. Пожалуй, владельцам заведений стоит задуматься, нужно ли рисковать здоровьем горожан и своей репутацией ради сиюминутной выгоды. Коронавирус в воздухе. Тем более дома сидеть надо. Сдохните же. Чтобы не сменить защитную повязку на кислородную маску, Роспотребнадзор советует не пренебрегать мерами безопасности в общественных местах. Из-за большого количества заболевших в регионе ужесточили санитарные нормы. Проверки проходят по всей республике. Обходят супермаркеты, рынки и торговые центры. Проверяют наличие антисептиков, соблюдение социальной дистанции и ношение масок. На данный момент все меры профилактики и условий продажи и обслуживания покупателей в нашем магазине все соблюдены. Все наши покупатели информируются о том, что необходимо находиться в общественном месте в средствах защиты. Нарушителей наказывают рублем до 30 тысяч за первый раз и до 50 за второй. Но сейчас таких мало, ведь владельцы торговых точек не хотят закрываться и тем более платить штрафы. Соответственно, мы у себя организовали, входы перекрыли, оставили из 4 2 входа всего лишь. Поставили санитайзеры, охрану поставили. Ни один не пройдет, так без маски стараемся. Контролируем все работники администрации выходные здесь. Не только охрана занимается, и вся администрация занимается этим. Но все же несколько арендаторов получили замечания. Теперь им предстоит устранить нарушения. Смотрите, вам замечание, у вас разметки нет в торговом павильоне для социального дистанцирования граждан. Нужно будет обязательно наклеить на расстоянии 1,5 метра. Хорошо. На первый раз мы вам устное замечание делаем, в следующий раз будет составлен административный материал. Хорошо, спасибо. В проверке участвуют и добровольные народные дружины. Они посещают места массового скопления людей и напоминают жителям о необходимости носить маски в людных местах. Рейды продолжатся. По словам специалистов, отказываться от средств индивидуальной защиты пока рано. Айгуль Хатыпова, Вадим Исламов, Тимур Давлетов и Анас Валиуллин. Итоги недели. Медицина повышенной проходимости. Глава Башкортостана Ради Хабиров в ходе рабочей поездки в Баймакский район вручил главврачам больниц Зауралья ключи от новых полноприводных карет скорой помощи. Спецтранспорт пришелся как нельзя кстати, говорят фельдшеры неотложки. Порой им в буквальном смысле приходилось откапывать застрявшие газели по пути к пациентам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. Когда каждая минута промедления может стоить жизни больного, задержек в пути быть не должно. Азат Садриев узнал, на что способна внедорожная скорая помощь. Основной автопарк карет скорой медицинской помощи во многих больницах составляют привычные «Газели». Но если в городе добраться до пациентов они могут без труда, то для бездорожья нужна техника посерьезнее. И теперь у фельдшеров Зауралья она имеется. Ключи от новых полноприводных неотложек им вручил глава Башкортостана Ради Хабиров в ходе рабочей поездки в Баймакский район. Все у нас держится на наших врачах. Пока система здравоохранения республики выдерживает тяжелейший удар от коронавируса, и прежде всего, конечно, я вас хотел благодарить. И берегите себя. Спасибо вам большое. Кареты скорой помощи повышенной проходимости получили медучреждения Баймакского, Зилаирского, Хайбулинского районов и города Сибая. Главврачи говорят, что такой спецтранспорт простаивать не будет. Старались предусмотреть, чтобы проходимость была большая. С учетом местности, с учетом климатических условий. Новые машины оснащены не только полным приводом, но и самым современным медицинским оборудованием. Глава Башкортостана лично убедился в этом, заглянув в салон автомобиля. Самое главное, это дефибриллятор, который имеет голосовые подсказки. Любой, не имеющий медицинское образование, может оказать сердечно-легочную реанимацию. Также имеется, значит, у нас портативный кислород, который может занести в любое помещение и в течение часа-двух до доставки подачи кислорода.
Новые кареты скорой помощи предназначены как для транспортировки тяжелых больных, так и пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. А полный привод гарантирует, что медики смогут своевременно добраться даже до самых отдаленных населенных пунктов, где и проживают многие жители Башкирского Зауралья. За рулем спецтранспорта только опытные водители. Булат Рискужин за 9 лет работы в скорой довез до больницы 1000 пациентов. В дороге случалось всякое, вспоминает он. По улице не проедешь, тракторов-то не чистят. Сейчас-то еще более-менее начали. Но в основном не чистят дороги. Но вездеходы надо, вот такие машины. По деревням ездить. О таких машинах мечтали и фельдшеры. Гульфия Баймуратова говорит, что порой на старых «Газелях» бригада застревала в грязи и сугробах. Чтобы оказать помощь пациентам, приходилось ходить пешком. Без лопаты мы не ездили. А сейчас надеемся, что с приходом полноприводной машины у нас будет ситуация лучше, и мы быстрее будем добираться до пациентов. Уровень оснащения очень хороший, прям отличный. Это мечта каждого фельдшера иметь все эти необходимые оборудование для оказания медицинской помощи. Обновление автопарка карет скорой помощи – большая республиканская программа. И несмотря на непростое экономическое время, она ведется по всему региону. В прошлом году больницы получили 55 единиц техники, в этом уже 58. Буквально за 2 года обновлена почти четверть всего парка неотложек в Башкортостане. И эта работа продолжается. Ради Хабиров дал поручение Минздраву также рассмотреть возможность приобретения более мягких машин для госпитализации беременных. Построить в Баймаке и новую детскую поликлинику. Действующее медучреждение располагается в приспособленном помещении и не соответствует современным требованиям. А уже в этом месяце на базе Центральной городской больницы рабочие завершат монтаж нового компьютерного томографа. Кабинет будет иметь отдельный вход и использоваться исключительно для раннего выявления коронавируса у жителей. У вас опыт есть, все, вы на этом аппарате сможете работать, да? Конечно, да, они же одной и той же фирмы. Да, отлично. А развивать промышленный патриотизм глава Башкортостана призвал во время посещения предприятия по производству природного камня в селе Тимясово. Незаконные карьеры в районе удалось ликвидировать совместными усилиями правоохранителей, надзорных органов, региональных и местных властей. Сейчас предприниматели, такие как Иждавлет Гибадатов, работают только на законных основаниях. Остались трое лицензиатов, которые имеют на все основания добычи, разработки и реализации. В том числе и он. Продумать какие-то меры, штучная поддержка. У него 5-6 человек работает, уже хорошо. Чтобы мы сами стали заказчиками этого камня на наших общественных пространствах. Да. Еще пару дней назад здесь было голое поле, а сейчас на месте будущего физкультурно-оздоровительного центра села Тимясово ведутся строительные работы. Возвести такой объект главы республики попросили местные жители. По проекту в ФОКе, стоимость которого составит более $250 миллиарда рублей, кроме спортивного зала предусмотрен также бассейн, который смогут посещать и жители соседних населенных пунктов. Ради Хабиров отметил, что будущих сотрудников комплекса привлекут на работу в рамках программы «Сельский тренер». Здесь на сегодняшний день 24 пилорамы, 4 карьера, люди работают, зарплата у них есть, люди держатся в селе, то есть им надо досуг проводить. Это очень хороший, удачный проект. А это самая большая спортивная площадка Баймака – стадион «Труд», он же и один из главных долгостроев. Еще в 2013 году в его возведение вложили 80 миллионов рублей. Но с тех пор на этом поле не сыграно ни одного официального футбольного матча. Трибуны уже сгнили, крыша протекает, в подтрибунных помещениях образовались грибок и плесень. Такое отношение к работе Ради Хабиров назвал примером человеческой безалаберности. Так неудачно сделали. Я все равно наведу порядок и разберусь, чья вина здесь, это я занимаюсь сам. Но надо здесь завершить. Это безобразие вообще. Я этот стадион уже здесь 3-й раз, и злости не хватает. Но выход есть. Поручение исправить ситуацию и достроить стадион глава региона дал в июне прошлого года. Стоимость ремонтных работ составляет порядка 10 миллионов рублей. Открыть объект планируют в июле 2021-го. В ходе рабочей поездки Ради Хабиров также обсудил развитие аграрного сектора с местными сельхозтоваропроизводителями и побывал во дворе 2 многоквартирных домов по улице Алибаева, которые благоустроили в 2020 году по республиканской программе «Башкирские дворики». Всего на эти цели направили более 8 миллионов рублей. Не было площадки. Как я говорила, на этом месте у нас было болото. Каждую весну, каждую весну с ребятишками здесь ручейки пускали. Сейчас, конечно, то, что было и то, что есть, небо и земля.
А новые полноприводные кареты скорой помощи тем временем встали на учет в ГИБДД и уже отправились к своим первым пациентам. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев, Марат Юнусов, Ильшат Казакулов и Ильдус Камалеев. Итоги недели. Баймак. Сейчас внедорожные кареты скорой помощи уже приступили к работе. На смену вместе с врачами отправится наша съемочная группа. Сюжет об этом смотрите в ближайших выпусках новостей. А вот в Кугарчинском районе задержан водитель, который даже не вызвал медиков, сбив пешехода. Мужчина подозревается в смертельном ДТП. Несколькими днями ранее в ГИБДД сообщили, что в селе Подгорное Кугарчинского района на дороге обнаружен труп с характерными признаками наезда. Погибшим оказался 63-летний местный житель. Водитель был объявлен в розыск. И вот, наконец, полицейским удалось вычислить предполагаемого виновника аварии. Им оказался 20-летний мужчина. Его автомобиль был обнаружен брошенным в лесном массиве. Двигавшись, я не заметил впереди идущего пешехода, после чего совершил наезд на него. Я, совершив наезд, очень сильно испугался, покинул место ДТП. О содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю. Аналогичная трагедия произошла накануне в Уфимском районе. Неизвестный автомобиль сбил насмерть 25-летнего парня на дороге Булгакова-Фомичева. Сейчас ГИБДД ведет розыск преступника. А вот уфимский гонщик-нарушитель Артур Газизов объявлен в федеральный розыск. Он был лишен прав еще в прошлом году, но любитель быстрой езды на месте усидеть не смог. Он прокатил на «Мерседесе» и сотрудника ГИБДД, правда не в салоне, а на капоте. Такая выходка теперь грозит молодому человеку уголовным наказанием. Запрыгнуть на капот сотрудник ГИБДД был вынужден, чтобы не оказаться под колесами кроссовера. На этот автомобиль с красивыми номерами 3 семерки у стражи порядка была ориентировка. Водитель не раз нарушал правила дорожного движения. Его заметили на парковке на улице Менделеева. Полицейский сначала пытался перегородить дорогу «Мерседесу», встав на пути, но не сработало. Водитель кроссовера невозмутимо наехал на человека в форме. Заместитель командира батальона был госпитализирован. Капитан полиции Азат Нигмаджанов получил телесное повреждение в виде ушибленно рваных ран в области коленного сустава и ушибы голени. Сразу после происшествия его госпитализировали в 21-ю городскую больницу. Пострадавшему медики наложили несколько швов в области колена. На сегодняшний день сотрудник городского полка ГИБДД находится на амбулаторном лечении. Водитель кроссовера, уходя от преследования, снес ограждение. Поврежденный автомобиль нашли уже пустым. За рулем, предположительно, был известный в Уфе гонщик Артур Газизов. Машина зарегистрирована на маму. С полицейским на капоте он даже знаком. Именно этот сотрудник ГИБДД уже не раз задерживал нарушителя. Сейчас Газизов объявлен в федеральный розыск. В отношении 25-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по статье применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. В настоящее время подозреваемый продолжает скрываться от органов следствия, в связи с чем объявлен федеральный розыск. Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Он был лишен прав еще летом прошлого года. Сначала не остановился на требования сотрудников ГИБДД, а затем и вовсе попытался скрыться, при этом игнорируя красный сигнал светофора. Тогда догнали. Машину эвакуировали на штрафстоянку. Синяя БМВ зарегистрирована сейчас на другого человека. Новый владелец тоже успел нарушить закон. За дрифт на кольце возле центрального рынка его привлекли по 3 статьям. Люди в форме мишенью для Газизова становятся уже не в первый раз. Вот он игнорирует требования остановки и едва не сбивает человека. После лишения прав Артур неоднократно привлекался и оказывался за решеткой. Или еще эпизод. Молодого человека в розовой кепке держат сотрудники полиции. Впоследствии вновь административный арест. В сети он свободно выкладывал видео с уфимских улиц, но когда в прошлом году его задержал лично главный автоинспектор Башкортостана Динар Гельмуддинов, нарушитель испугался камер. А почему нарушаете? Вам один урок не хватило, что ли, молодой человек? А можно без камеры? Ну, а что без камеры? Давайте с камерой пообщаемся. Где находится сейчас золотой мальчик, как его прозвали в соцсетях, сотрудникам полиции неизвестно. Покинуть границы страны Артур Газизов не сможет. И сейчас он остался даже без автомобиля мамы. И даже 3 семерки не принесли удачу. Лилия Курбанова, Рашид Сираев. Итоги недели.
Дольщики жилого комплекса Новобулгакова наконец заселяются в свои квартиры. Ключи получили почти полсотни собственников, но произойти это должно было еще в 2016 году. Это последний проблемный объект комплекса, который не достроила строительная компания «Стройвертикаль». В республике разработана дорожная карта, и вопросы почти по всем долгостроям решены. Будут возведены еще 24 дома. Таким образом восстановятся права 1500 обманутых дольщиков. Подробности в материале Динары Таймасхановой. Ну вот, 6 лет ждали этого момента. Егофаровы, кажется, не верят, что пришло время выбирать обои для новой двушки. Переезд в квартиру затянулся на целых 6 лет. О том, что они владельцы собственных квадратных метров, напоминал разве что ежемесячный ипотечный кредит. Когда на днях случайно в соцсетях увидели дату и время вручения ключей, признаются, не поверили. Поехали за город в гости. Ну, я вчера только прочитал. И тут, я говорю, что-то не верится. Я говорю, ну, поехали, мать, домой. Я говорю, что... Сели в машину и поехали. Ну вот теперь ключи. Да, вот наши ключи, долгожданные. Семейная пара совсем не расстроилась черновому ремонту, хотя застройщик обещал получистовую отделку. До Нового года Егофаровы поставили цель – обустроить новое жилье. Компания-застройщик «Стройвертикаль» признана банкротом. Дом удалось достроить на средства от продажи активов предприятия. Как были аккумулированы деньги, они были аккумулированы за счет, так скажем, тех ресурсов, которые были на территории здесь. Это и свободные земельные участки, которые ушли на реализацию, это и сети, которые выкупила республиканская коммунальная компания. И это все происходило благодаря непосредственной поддержке нашего правительства Республики Башкортостан, комитета по строительству Республики Башкортостан. Дом, в котором в скором времени будут праздновать новоселье, последний из вводимых многоквартирных застройщиком «Стройвертикаль». Есть еще 4, но они достраиваться уже не будут. Жильцам предложат другие варианты. Планируется, что в этом году проблемы дольщиков ЖК Новобулгакова наконец будут решены. Основная проблема, с которой сталкиваются органы власти, решая достроить проблемный дом – отсутствие у застройщика документов, которые бы подтвердили оплату покупателям жилья. Это было сделано либо с целью скрыть следы своих недобросовестных действий, либо с целью усложнить работу, деятельность государственных органов власти. Но в настоящее время, благодаря усилиям строительного блока республики, благодаря усилиям, в том числе и арбитражных управляющих, эти проблемы решены. Глава республики Ради Хабиров отметил, что ему досталось тяжелое наследство. Обманутые дольщики, которые не получили ничего из-за вороватых застройщиков и власти, которая плохо контролировала стройку. При участии федеральных средств принято решение достроить еще 24 проблемных дома, в том числе объекты жилого комплекса «Миловский парк». Граждане, чьи дома возводиться уже не будут, получат денежные выплаты. Динара Таймасханова, Булат Закирьянов. Итоги недели. Ну а теперь коротко о других событиях недели в кратком обзоре моего коллеги Руслана Батаргареева. В Баймакском районе возбудили сразу 16 уголовных дел. Проверка контрольно-счетной палаты Башкортостана выявила там факты незаконного и нерезультативного использования бюджетных средств и муниципального имущества. По данным ведомства, нарушения относятся к периоду с 2016 по 2018 год. Тогда районом руководил Ильшат Сиддиков. В частности, аудиторы обнаружили хищение денег при ремонте водозабора в селе Ургаза и при реконструкции стадиона в Баймаке. КСП передала материалы проверки в правоохранительные органы. В Башкортостане судят инспектора ГИБДД. Следствие установило, что в течение 2 лет мужчина вместе со своим знакомым организовал незаконную выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Он подделывал экзаменационные листы, внося в них ложные сведения о сдаче тестов. Экс-инспектору предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Более 1200 ординаторов БГМУ направили на подмогу врачам. 900 из них в условиях пандемии будут трудиться в Уфе, остальные в районах республики. Примерно 1/10 часть молодых специалистов уже несут службу в ковид-госпиталях. Эта мера также стала большой поддержкой для терапевтов в поликлиниках, где объем работы в последнее время резко увеличился. На поддержку врачам, студентов и ординаторов БГМУ направляют на добровольной основе.
Строительство нового инфекционного центра в Стерлитамаке идет в круглосуточном режиме. Днем на объекте трудится порядка 300 рабочих, в ночь выходит примерно половина от этого количества. На этой неделе строители приступили к устройству кровли 6 корпусов, в 3 монтируются сэндвич-панели. Кроме того, продолжается монтаж водопровода, металлоконструкций, подготавливаются участки под газоснабжение. Напомним, сдача нового инфекционного центра запланирована на 1 декабря. Здесь будут размещены 74 боксированные палаты, 14 реанимаций. В приграничных с Башкирией зонах Татарстана, а также в Челябинской области зарегистрировали птичий грипп. Инфекцию обнаружили на крупных птицефабриках. Чтобы предотвратить распространение, в нашей республике усилили ветеринарный контроль. В частности, меры принимают на северо-востоке региона. Специалисты рекомендуют содержать птиц в закрытых помещениях и ограничить их свободный выгул, не приобретать корма и продукцию птицеводства сомнительного происхождения. Также ветеринары советуют не тянуть с забоем домашней птицы, дожидаясь понижения температуры воздуха. Сразу 2 программы телеканала БСТ вышли в финал ТЭФИ «Регион-2020». Это проект «Реальный футбол» башкирского спутникового телевидения и сказка «Мир потеряшек» детско-юношеского телеканала «Тамыр». Финалистов всероссийского телевизионного конкурса, а это 60 проектов, объявили в Нальчике. Всего в этом году на конкурс поступило порядка 600 работ. Самые активные участники из Санкт-Петербурга, Уфы и Новосибирска. Заключительные этапы церемонии награждения победителей проведут в Калуге с 24 по 27 ноября. Райский сахарный завод намерен модернизировать на почти 1 миллиард рублей. После обновления на предприятии рассчитывают увеличить количество перерабатываемой свеклы до 6 тысяч тонн в сутки. Это порядка 20 тысяч 50-килограммовых мешков сахара. Инвестпроект включен в перечень приоритетных с предоставлением льгот по налогу на имущество и компенсацией части процентной ставки по инвестиционному кредиту. Реализацию обещают начать в ближайшее время. Подробнее в материале Артура Шамсудинова. Территория сахарного завода сплошь завалена свеклой. В Раевске ее привозят из 18 районов республики. В этом году, говорят лаборанты, урожай лучше, чем прежде. Все-таки высокая сахаристость по сравнению с прошлым годом где-то на 0,7%, потому что в том году у нас мы закончили заготовку 17,71, а в этом году уже средняя по зоне 18,48 сахаристость свеклы. Работа на заводе сезонная. Основной этап начинается осенью и продлится около 4 месяцев. Все это время конвейер по переработке свеклы в сахар не останавливается ни на минуту. Транспортер. Впереди у нас там находятся свеклорезки, которые измельчают свеклу вот до такого состояния. Нашинкованная свекла затем превращается в сироп и проходит несколько стадий очистки. В итоге сахар извлекают из полученной жидкости. Затем сушат и фасуют. При нынешних технических возможностях завод ежедневно перерабатывает 4500 тонн свеклы. Производит 700 тонн чистого сахара или 15 тысяч вот таких мешков. Отгрузка осуществляется в основном на данный момент железнодорожными вагонами. Это на Дальний Восток, Камчатская. Также часть вагонов ушла на Узбекистан. То есть мы поставляем и в Узбекистан, и в Казахстан. В планах увеличить объемы в 1,5 раза, то есть перерабатывать до 6000 тонн свеклы в сутки. Но для этого нужна модернизация. Сейчас и фермеры работают не на полную мощность, поскольку если выращивать больше, часть урожая может сгнить на складах предприятия. Свекла такое, это как живой организм. Она дышит, и она на свое дыхание расходует естественно сахар. Из-за этого у нас это идет, вот мы заготовили свеклу с содержанием там 17%, то она может упасть до 15%. То есть выход сахара упадет. Поэтому реально перерабатывать свеклу это где-то 110-120 суток, но не более. Инвестор намерен обновить оборудование на всей цепочке производства, в том числе построить новое отделение для сушки жома, то есть оставшейся твердой массы. Это вторсырье с успехом уходит на экспорт, однако сейчас до половины всего жмыха вынуждены утилизировать. Здесь сегодня производим жамосушки 80 тонн в сутки. Но мы хотим поставить жамосушку более 240 тонн в сутки, где жом будет 100% сушиться и продаваться. Производство практически безотходное. Все, что осталось после сахара и жома, идет на удобрение полей. В общей сложности на модернизацию потребуется более 900 миллионов рублей. Первые контракты на закупку нового оборудования инвестор планирует заключить до конца 2020 года.
Артур Шамсудинов, Станислав Птица и Азамат Боймухаметов. Итоги недели. Арестована на 2 месяца. Так завершилась история с призывами общественницы Рамили Саитовой уничтожать символы православных храмов на Урале. Скандальное видео она публиковала в сети интернет в День народного единства. Ее действия осудили духовные лидеры традиционных конфессий в Башкортостане, которые отметили, что в республике никогда не было межнациональных и межконфессиональных конфликтов. В Государственном собрании республики считают, что таким призывам должна быть дана правовая оценка. Подробности в нашем материале. Это кадры видео, которое башкирская националистка Рамиля Саитова опубликовала в День народного единства. Она объявила себя исполняющей обязанности председателя правительства Башкортостана и от имени всего многонационального народа республики сделала шокирующее заявление. Это снос всех крестов на Урале. Первым должен быть снесен тот крест, который находится в Узяне перед школой. Оценочно говорят, он 5-метровый, металлический. Вот. Мы уже попросили сельскую администрацию его снести. Посмотрим, как получится. В селе Узян Белорецкого района на самом деле есть крест, символизирующий православную веру. Его установили с учетом всех необходимых норм, предусмотренных законодательством. Около 80% из тех, кто здесь проживает, это христиане. Жители рассказали, что на кресте появились следы поджога. Призывы националистов осудили все духовные лидеры традиционных конфессий Башкортостана. Сегодня поднимать вопросы о том, чтобы поджигать или рушить символы последователей традиционных конфессий, это значит выступать против мира и согласия между народами. Все посланники Божии учили, что суть веры во Всевышнего Создателя, поклоны и посты направлены только для того, чтобы на земле был мир и взаимопонимание. Без этого не сеять хлеб, не растить детей невозможно. Здравомыслящий человек понимает, что этот призыв ведет к розни, межнациональной розни, межконфессиональной розни, и это недопустимо. Республика Башкортостан всегда была примером межнационального мира, межконфессионального мира на протяжении многих-многих лет. Призываю всех сохранять единство наше, которым мы очень сильно дорожим, и сохранять спокойствие и прежде всего руководствоваться здравоумием, а не эмоциями. Я в шоке. Я не думал, что 2020 год в России, день после Дня народного единства, когда мы все отмечали нашу дружбу, нашу любовь, наше уважение друг к другу, и в это наша сила, тем более в наши времена, когда и так полно проблем у всех. Государственное собрание Башкортостана призвало дать правовую оценку словам Рамили Саитовой, после чего последовало заявление прокуратуры об организации проверки по данному факту. Видеозапись направили на психолого-лингвистическое и религоведческое исследование, по результатам которых при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. На неуместность слов Рамили Саитовой указали также и в Межведомственном совете общественной безопасности республики. На примере последних событий в мире мы видим, к чему приводит подобная национал-шовинистская риторика. Безусловно, люди, делающие подобные заявления, должны быть привлечены к установленной законом ответственности за свои экстремистские заявления. Мы уже направили соответствующее обращение в правоохранительные органы. В эти выходные по решению Кировского районного суда Уфы Рамилю Саитову отправили под стражу на 2 месяца до 6 января 2021 года. С ходатайством выступило региональное управление ФСБ. Общественница обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет. И ей грозит до 5 лет лишения свободы. Екатерина Тимиряева, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. А пока одни пытаются разжечь конфликты, другие демонстрируют, как можно жить в мире и гармонии. На неделе в России отметили День народного единства. Для Башкортостана, где проживает более 160 национальностей, межнациональные межэтнические браки – не редкость. Наш корреспондент побывал в гостях у таких семей и узнал, за счет чего удалось создать, а главное – сохранить крепкий и счастливый брак.
Я буду тесто готовить для чуду. Это сдобное тесто. Старинный рецепт настоящего аварского пирога Рита Османова узнала у своего мужа. С уроженцем Дагестана Абдулкаримом Османовым она познакомилась в конце 90-х. Мужчина покорил ее своей чуткостью и отзывчивостью. Через 2 недели после первой встречи будущий супруг приехал в Чекмагушевский район просить руки татарской красавицы у ее родителей. С тех пор счастливая пара неразлучна. На День народного единства традиционно готовит национальные блюда. Хинкал-то можно и каждый день делать, но очень калорийный. Это же когда-то как в горах, когда высоко в горы, когда уходили люди, поэтому так очень калорийная еда. Поэтому хинкал готовлю в месяц 1 раз. Пока мама готовит праздничный обед, Абдулкарим Османов учит своего сына Камиля национальному танцу. Сложные движения даются первокласснику легко, сказываются гены. Также мальчик увлекается лепкой из пластилина, плаванием, борьбой. Родители дали ему полную свободу в выборе будущей профессии. Сына я стараюсь учить общению с людьми, остальное все, как ему понравится. Если ему понравится быть ученым, он будет ученым. Если ему понравится быть, как Хабиб Нурмагомедов, бойцом, он будет бойцом. Если ему понравится быть профессором, значит, он будет профессором. Я ему, как говорится, видели его работы, чем он любит, увлекается, занимается. Ну, надеюсь, что из него выйдет хороший гражданин, достойный сын своих родителей, да? А история любви этой молодой семьи началась 3 года назад на музыкальном кастинге в Уфе. Он родом из Конго, она уроженка башкирской столицы. Такого стремительного развития отношений не ожидали ни они сами, ни их родственники. После знакомства будущие супруги организовали свою кавер-группу, и вскоре профессиональные отношения переросли в нечто большее. Видели, что нравимся друг другу, и однажды состоялся просто такой серьезный разговор, вот как у нас с вами, такое интервью, прям вопрос-ответ. И вот, все было честно, и решили рискнуть. Вот так. Риск оказался оправданным. 11 месяцев назад на свет появилась Эва. Из эпидемиологической ситуации родные из Конго пока видели девочку только по видеосвязи. Я когда смотрю, это вечный спор, потому что я каждый раз смотрю на них. Мне очень кажется, кроме носа, дочь, давай показывай. Кроме носа и цвет кожи, все, что есть у меня там. Но она вообще похожа на Вику. И семья Османовых, и супруги Шансино говорят, для искренней любви национальность не помеха. Главное в счастливом браке – взаимопонимание и поддержка. Быть не просто супругом, но и лучшим другом для своей второй половинки, с уважением относиться к традициям, и тогда праздник в доме будет каждый день. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Республики Башкирия, всех жителей России с праздником Единения народов, чтобы приносил благо в дом, и все жили дружно, мирно. Дочь, И я тебя люблю. тебя тоже мини-хине яратам. Эмиль Басареев, Азат Садреев, Булат Садреев и Роман Мукуфа. Итоги недели. Спектакль с особенными актерами. На малой сцене Башкирского театра оперы и балета прошла премьера театральной студии «Без маски». Таких, как участники труппы, часто называют солнечными людьми. Это ребята с синдромом Дауна. Каждый спектакль – это огромный труд актеров, родителей, педагогов о том, ради чего они выходят на сцену и чем постановки притягивают зрителей. Следующий материал. Успокоились, и сейчас мы немножечко пройдем танец, ладно? За руки взялись, кто с кем за руки держится. Последние минуты перед выходом на сцену с волнением пытаются справиться вместе. Страх лучше всего сбить репетиции. Для них это второе серьезное выступление. Там, за занавесом, зал уже почти полон. И выход на сцену для них это выход из зоны комфорта, к которому готовились не 1 месяц. И каждый этот момент переживает по-своему. Ты сильно волнуешься сейчас? Нет. А как так вот успокаиваешься? Легко, как сердце. Самое тяжелое – это выступление тяжелое. Потому что если мне Агуль и Азатья мама, всегда меня поддерживают. Но потому что я обожаю семью и наших родителей и педагогов. Они нас поддерживают, всегда поддерживают. Это точно собраться и играть. Потому что мне очень важно.
Для каждого из них это возможность показать себе и обществу, на что они способны, заявить миру. Синдром Дауна не значит, что они хуже остальных, просто у них есть свои особенности. Группа очень большая, и дети, которые боялись света или боялись очень громких звуков, а ведь аплодисменты – это очень громкие звуки, они сейчас преодолели себя, они не боятся выйти на сцену. И если в этом есть хоть маленький шаг вперед, и это оценивается и самими ребятами, и родителями, то мы считаем, что это большая победа. Изначально родители просто хотели помочь детям развить речь и пластику. Со временем занятия переросли в репетиции. И вот уже 4 года существует театральная студия «Без маски». Спектакль вот-вот начнется. Артисты уже заняли места, разобрали реквизиты. Это я сама сделала самолет. Это сама сделала и сама поукрасила. Как неудачу. Но самое главное, я хорошо делала. Самое главное, все собраться. И вот спустя секунды поднимается занавес, и самолетик из рук Насти отправляется на сцену. Это спектакль «Сказка». Напоминание о том, что мы все время находимся в поиске и суете, и часто пропускаем что-то по-настоящему важное. Иногда нужно просто остановиться и оглянуться вокруг, говорит режиссер постановки Айгуль Атаева. С каждым новым сюжетом ребят знакомят с нескольких этапов. Сначала педагоги преподносят как рассказ, потом читают все вместе, а уже после разбирают роли. Объяснить сложно. Поэтому мы даем какое-то вот задание. Сначала рассказываем это как рассказ, потом читаем все вместе, а потом уже говорим, у кого какая роль. И здесь нет такого, что у кого-то главная роль, у кого-то нет. У всех главные роли, иначе мы все потеряем. То есть им нужно быть значимыми, что-то из себя представлять. Сценарий адаптируют под каждого артиста. Кому-то тяжелее даются реплики, кто-то больше ограничен физически. А зрители признаются, эмоций после просмотра едва ли не больше, чем после спектакля с обычными актерами. Для меня это такой источник вдохновения, потому что я не вижу, что у наших ребят есть какие-то особенности. Это такие же актеры, которые проживают такие же эмоции. И для меня нет разницы сходить в русский драм или к ребятам, потому что это действительно художественное произведение, которое позволяет задуматься. А им каждое выступление позволяет ощутить себя нужными. И если еще недавно громкие звуки могли напугать, то сейчас аплодисменты как признание их не артистами с особенностями, а особенными артистами. Лилия Курбанова, Анастасия Ильчебаева, Булат Садреев. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Смотрите дальше специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Всего доброго.